мы хотели бы дать слово министру иностранных дел правительства Чеченской Республики Ичкерия, уважаемая госпожа Аминат Саиева. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Хочу поблагодарить сначала всех, кто организовал эту встречу. Для нас это очень важное событие. Благодарю вас. Я хотела бы узнать, сколько минут я могу говорить. Мы договорились о 10 минутах для выступления и пара минут на ответы на вопросы. Спасибо. Постараюсь уложиться. Ну, пожалуйста, с паузами, чтобы мой вопрос, вернее, я сегодня хотела бы немного сказать, вспомнить события, которые происходили и 10, и 20 с лишним лет назад. То есть реакцию международного сообщества на военные действия, российские военные действия в Чеченской Республике. Реакция международного сообщества, или, как мы часто говорим, западного мира, на российские военные действия в Чеченской Республике в двух войнах 1996 года и 1999 года, условно его можно выделить на два этапа. Первый этап – это первая война 1994-1996 годов. Характерным для этого периода было сдержанное отношение официальных властей Соединенных Штатов Америки и ведущих стран Западной Европы к вводу российских войск в Чечению и последующим широкомасштабным военным действиям. Лидеры западных стран даже сочли возможным приехать в Москву на празднование 50-летия Победы во Второй мировой войне и продемонстрировать тем самым безусловную поддержку Борису Ельцину. В этой политике Запада сыграли роль два фактора. Первый – поддержка Бориса Ельцина и его команды в преддверии предстоящих выборов. А в тот период Запад опасался прихода к власти в России коммунистов и угрозы коммунистического реванша. Тем не менее, уже в 1995 году в Чечении начала свою деятельность миротворческая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с швейцарским дипломатом Тимом Гульдеманом. Миссия сыграла большую роль в тех событиях в Чеченской Республике. Она сумела организовать парламентские и президентские выборы в январе 1997 года. Надо сказать, что на эти выборы в Чечению прибыло многочисленные международные наблюдатели из стран-участниц ОБСЕ. Кстати, выборы состояли в соответствии с Конституцией Чеченской Республики Ичкерия, которая была принята независимой Чеченской Республикой 12 марта 1992 года. Тем самым ОБСЕ опосредованно признала независимость Чеченской Республики. В декабре 1999 года в Россию прибыл первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Строуп Телбот. Одна из его целей визита была изложить консолидированную позицию западных стран в отношении чеченской проблемы. И не только изложить, но и потребовать от России немедленно прекратить боевые действия в Чечении и начать переговоры с законным руководством Чеченской Республики Ичкерия. В противном случае, заявил Телбот, отношения Москвы с международным сообществом будут подорваны, и Россию ожидает дальнейшее ухудшение отношений с Западом со всеми вытекающими последствиями. Консолидированная позиция Запада в отношении чеченского вопроса сложилась в основном еще накануне саммита ОБСЕ в Стамбуле, который состоялся 18-19 ноября 1999 года.
а в последующем получила закрепление и развитие в ходе целого ряда общеевропейских встреч в рамках Евросоюза. После завершения саммита ОБСЕ появились все новые моменты, свидетельствующие не только об ужесточении политики Запада, но и о его намерениях более активно вмешаться в события в Чечении. В то время, пока Строуп Телбот в Москве оказывал давление на российское руководство, министр обороны Соединенных Штатов Америки Уильям Коэн 23 декабря 1999 года на американской военной базе в Тузле в Боснии выступил с резким заявлением по чеченскому вопросу. Он заявил, в частности, что Россия в Чечении нарушает нормы международного права и что такие методы, которые применяет Москва, абсолютно неприемлемы. И такое заявление делает не дипломат и не политик, а руководитель военного ведомства самой мощной в военном отношении страны лидера военно-политического блока. В наиболее концентрированном виде позиция Запада по Чечении была выражена на сессии ПАСЕ 24-28 января 2000 года, где был поднят вопрос о приостановлении членства России в этой организации. В итоге России фактически был поставлен ультиматум немедленно остановить несоразмерные военные действия в Чечении, немедленно начать политический диалог с выбранными чеченскими руководителями с целью достижения полного прекращения огня и всеобъемлющего политического разрешения конфликта. В противном случае России грозят исключением из на очередной сессии ПАСЕ. С началом Второй войны международное сообщество стало открыто проводить жесткую политику в отношении России. Последовал ряд резких заявлений уже на самом высоком официальном уровне, обвиняющих Россию в умышленной эскалации военных действий. Было жесткое заявление Европарламента от 7 октября 1999 года, в котором выдвинуты требования прекратить российскую военную интервенцию в Чечению и уважать международные принципы в области прав человека. В этом заявлении Европарламента указывалось, что будет приостановка кредитов и заявлений руководителей министерств, МВФ и Всемирного банка, Международного валютного фонда и Всемирного банка. Война в Чечении стала предметом обсуждения или даже была поставлена в центр внимания практически на всех международных форумах и совещаниях, проведенных в 2000 году. Совещание министров финансов и глав центробанков «семерки» в Токио, куда от России поехал Михаил Касьянов, заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза, сессии ПАСЕ в Страсбурге, Всемирном экономическом форуме в Давосе, причем обращает на себя внимание, что на всех этих мероприятиях позиции западных представителей были едиными. На саммите в Стамбуле из 54 членов ОБСЕ проголосовали против войны в Чечении все, кроме Белоруссии, ну и, естественно, России. Таким образом, сложившаяся к тому времени политика Запада в отношении российской войны в Чечении сводится к следующему. Война в Чечении, первый пункт, не рассматривалась Западом как внутреннее дело России. Мэдлен Олбрайт, комментируя итоги Стамбульского саммита ОБСЕ, заявила, ОБСЕ фактически пришла к консенсусу, что внутренние конфликты, которые способны вызвать нестабильность в регионе, являются делом всех. Показательным для политики Запада в отношении Чечни стало то, что из гуманитарной сферы она все больше стала перемещаться в политическую. Тот вопрос, который очень хотелось задать, это все-таки по вашему
мы с вами вместе слышали от очень уважаемого Витовста Ландбергиса, мы вместе слышали, что многие западные политики считают представителей чеченского народа, избранных чеченским народом в правительство, считают чеченцами-демократами. Скажите, пожалуйста, чеченцы-демократы в основном проживают сейчас за границами Чечни, за границами своей страны. Сегодняшняя Россия выталкивает остатки какого-то своего гражданского общества сейчас тоже за пределы своей страны. Скажите, пожалуйста, видите ли вы среди представителей российского гражданского общества таких людей, которых можно было бы назвать демократами, и с которыми бы чеченцам-демократам хотелось бы вместе строить общее будущее, общее мирное будущее? Я, конечно, не могу сказать, что я хорошо знаю всех демократов российских, однако есть люди, с которыми я знакома, и знакома с их взглядами по их статьям, по их журналистской работе, по их политической деятельности, даже по их биографическим данным. Конечно, среди них в первую очередь это Андрей Ларионов, Александр Скобов, Андрей Пиантковский. Безусловно, те люди, которых уже нет с нами, это Анна Политковская, Валерия Новодворская, Борис Немцов. Андрей Илларионов, господин Пиантковский. И третьего, кого вы назвали? Александр Скобов. Александр Скобов, конечно же. Александр Скобов. Спасибо огромное. Значит, есть еще надежда, и нам очень важно развивать это взаимодействие, и тот опыт, который был сделан в 2017 году, когда была подписана совместная платформа 15 июня, конечно же, он должен быть продолжен. Мы его не забыли. Спасибо огромное, и мы переходим к следующему оратору. Спасибо вам. Добрый день. Марина, вы слышите? Да, добрый вечер. Я надеюсь, что вы тоже слышите меня. Слышно отлично. Мы здесь находимся на площади около Бранденбургских ворот. Здесь выставлены портреты, многочисленные портреты жертв путинского режима, и мы хотели бы поговорить с вами. Мы хотели бы вспомнить вместе с вами, а с чего началась Вторая Чеченская война. Мы хотели бы, чтобы вы вместе с нами вспомнили тот повод, который был так хорошо организован и к которому имел прямое отношение Александр Литвиненко, который раскрыл его. И Александр Литвиненко – это, к сожалению, один из тех портретов, которые стоят здесь, около Бранденбургских ворот. Марина, вам слово. Добрый вечер. В самом начале я хотела бы поблагодарить всех, кто сейчас находится у Бранденбургских ворот. Я хочу отметить, что это еще не лето, и, судя по всему, не так уж и тепло. И люди, которых мы, к сожалению, не видим, но я надеюсь, аудитория присутствует. И большая благодарность переводчику, который уже больше часа нас переводит. И, естественно, всем участникам этого форума, которые, в отличие от
тех, которые на улице сидят у себя в домах, но это спасибо коммуникации, что мы можем вещать отовсюду. Я бы хотела отметить, что это очень символично, что День памяти чеченских войн 1 и 2 проходит на митинге, где мы видим лозунг «Save Навальный», «Сохранить Навального». Потому что это не случайно, это звенья одной цепи. Все то, что оставалось таким образом незамеченным в Европе, в мире, когда преступления, совершенные в Чечне, не оказались наказанными, мы дошли до того, что мы теперь говорим, что спасите, сохраните Навального. Режим, который начал возрастать и почувствовал кровь в начале своего, в 2000 году, когда началась Вторая Чеченская война, он почувствовал эту кровь, и теперь это уже кровь не только чеченского народа, а это кровь уже российского народа. И мне кажется, очень многие на себя почувствовали, что значит этот режим. Я очень благодарна организаторам в Берлине, те, кто сделали эти портреты, потому что это больше доказательство того, что режим делает. Люди, которые проходят мимо этих портретов, они видят лица тех людей, которые погибли от этого режима. Мой муж Александр Литвиненко оказался в центре событий и Первой Чеченской войны, и, я бы сказала, участником, но разоблачителем Второй Чеченской войны. В 1996 году, участвуя в операции по освобождению заложников, захваченных Салманом Радуевым, он впервые столкнулся с тем, что он увидел, это абсолютно несправедливая война. И это во многом решило его отношение к тому, что уже в то время стало формироваться в российских спецслужбах. Он понял, что российские спецслужбы становятся угрозой российскому государству, и он даже не мог предполагать, и всему миру. Вторая Чеченская война, как вы уже успели отметить, началась страшными терактами, которые потрясли всю Россию. И один из страшных терактов произошел в Москве, когда были взорваны 2 дома, один за другим. А Саша, мой муж, Александр Литвиненко, в это время сидел в тюрьме. И, естественно, он не был никаким образом ни очевидцем этих событий, но впоследствии, оказавшись уже за пределами России, он понял, что это его долг расследовать это преступление. И то, что сделал Саша, написав книгу в соавторстве вместе с историком Юрием Фельштинским, я бы, наверное, приравняла к тому, что сейчас делает команда Навального. Расследование преступлений людей, которые сейчас находятся во власти в России. Саша не обладал теми техническими возможностями, которые имеют сейчас многие. Тогда не было ни айфонов, не было социальных сетей, невозможно было отследить никого через эти социальные сети. Но те знания, которыми обладал мой муж, работая в спецслужбах, позволили ему написать эту книгу и сделать очень страшные выводы, что за этими преступлениями, за взрывами домов в России стоят российские спецслужбы. И если в самом начале, тогда, когда была эта книга издана в 2002 году, очень мало людей могли бы сказать однозначно, да, они верят в это расследование и считают, что, как называется эта книга, ФСБ взрывает Россию, то теперь, если провести опрос, то таких людей стало гораздо больше. И после тех преступлений, которые были совершены за последние 20 лет, люди с большей вероятностью скажут «да», что эти дома взорвали спецслужбы. Я бы сказала, что эта книга, которую написал мой муж, еще раз повторю, с историком Юрием Фельштинским, это книга о постигшей всех нас трагедии, об упущенных возможностях, о потерянных жизнях и о погибающей стране. И он сделал очень важный вывод, что война в Чечне обесценила человеческую жизнь в России. Это очень важно помнить, и это очень важно, чтобы люди, живущие в Европе, от которых очень многое зависит в сегодняшней ситуации,
не перевернули страницу и сказали, это было давно, и мы сейчас не можем ничего изменить. Уроки прошлого надо учить, чтобы в будущем не повторялись новые преступления. Я на этом закончила, я уложилась. Спасибо Hiermit огромное. bin ich zu Ende. Спасибо большое переводчику еще раз.